Сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. У цьому плані в кінці є те, чого так хоче український народ. І чого, сподіваюся, чекають всі прогресивні країни і наші партнери. І чого в першу чергу чекають жителі Донбасу, чекають наші військові, їх сім'ї. Но у нас сегодня есть четкое понимание, что значит мирный план урегулирования войны на Донбассе. Он основан на Минских соглашениях или это что-то другое? Вы знаете, Гульсум, я каждый месяц бываю на Луганщине или Донеччине. Ну, то есть я каждый месяц на Донбассе, минимум один день. Бываю в разных городах. Там сейчас, в таких городах, как Северодонецк, Лисичанск, там даже не разрешают провести местные выборы. Говорят, что стало небезопасно. Что стало настолько небезопасно, что выборы уже нельзя проводить. Раньше было меньше опасно, получается, по официальных документах. Потому что раньше проходили там выборы. Раньше на этих территориях, которые были освобождены, проходили и президентские, и парламентские, и местные выборы. Сейчас нельзя проводить. Говорят официальные власти Украины, что стало опасно. И как при этой риторике, что стало опасно, и при конкретном решении, принято конкретное решение, 25 октября там местных выборов не будет. Как при этом наш офис президента говорит, что но есть какой-то план мирного урегулирования, что вообще будет мир вообще в ближайшее время. Для меня это какие-то несовместимые вещи, они как-то не лепятся друг к другу. Александр, давайте подключим сейчас Дениса Казанского, журналиста и члена украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Может, у него есть это понимание? Спросим. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Андрей Ермак сказал, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе уже лежит на столе. Вот у вас есть понимание, что значит мирное урегулирование? Основано ли оно на Минских соглашениях? Я понятия не имею, о каком плане. Я могу сказать, что урегулирование на Донбассе согласится уйти с этой территории, да, то есть или будет вынуждена уйти, занимаемый Крым районов. Поэтому нужно Украине свой план интеграции, свой план урегулирования конфликта. Это нужно хотя бы для того, чтобы это показать на каких-то международных переговорах, да, и сказать, что вот план Украины, мы хотим сделать так, поэтому мы будем настаивать на таком виде. Это важно, чтобы было понятно, что не только нас, там, например, есть какие-то предложения, вот эти ежевички, да, которые они нам подсовывают. А было важно, чтобы именно украинский план был в основе, да, чтобы мы показывали, что у нас есть четкое понимание, как это следует решать. Но надо реалистами, нужно понимать, что любое решение конфликта на Донбассе, в том числе реинтеграция этой территории, начнется только после того, когда Россия поймет, что, скажем так, она не может больше эту историю тянуть и просто оттуда эвакуируется, да, и, грубо говоря, там спросится эту территорию передать назад под контроль Украины. До тех пор, пока этого не сделано, мы можем, конечно, строить любые планы, но мы понимаем, что все зависит сейчас от воли Москвы,